Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Помощь с воздуха. Вертолета Ми-8 направили в Якутию. На борьбу с лесными пожарами вызывают и искусственные осадки. В Якутске начали работать первые ковид-фри зоны в местах общепита. Расскажем, как туда попасть. В селе Намцы открыли мемориал памяти заслуженного работника физической культуры республики. В Якутию направили 4 вертолета Ми-8 на борьбу с лесными пожарами. 2 из них находятся в Ленске и Алекминске, 2 других будут базироваться в Нюрбе и Якутске. Также в регионе работает воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием для искусственного образования осадков. Вызывают дожди над Вилюйским, Горным, Хангаласским и Усть-Майским районами. Сегодня его направили на тушение пожара рядом с селом Мегина-Алдан в Тампонском районе. Там накануне провели встречный отжиг для защиты федеральной дороги Колыма. И еще о трассе Колыма. Там разрешили движение на участке от 293 до 406 километра по направлению Якутск-Магадан. Напомню, ограничение действовало с 4 июля. Из-за лесного пожара движение открыто для всех видов транспорта. А на борьбу с лесными пожарами в Горную Улу сегодня вылетел самолет-зондировщик. Там тушат 13 очагов. В соцсетях о принимаемых действиях вблизи села Кюрелях, как он отметил, на момент прибытия пожар находился в 1,5 километрах от населенного пункта. Пожарным на местах оказана помощь. Выехали 17 сотрудников МЧС России, 19 работников Сахатранснефтегаза, 15 представителей Якутлесресурса. Вывезены большой трактор для увеличения минерализованной полосы, 3 единицы водовозной техники Сахаспецтранса. На месте также работают 3 пожарные машины. Лесной пожар в Татинском районе с каждым днем увеличивается. Его площадь на сегодняшний день более 60 тысяч гектаров. Борются с огнем порядка 100 человек местного населения, 22 единицы техники, в том числе 7 тракторов с плугом для опашки и организации встречного отжига. К сожалению, огонь дважды перекинулся за защитные рубежи. На помощь в район прибыли огнеборцы из Чурапчи и Майи. Оперативный штаб Улуса ежедневно по несколько раз совещается с республиканским штабом. Что требуется, что нужно, мы всегда ставим перед ними вопрос, они по возможности решают. Но сегодня будем просить вертолеты для сброса воды, так как есть угроза населенным пунктам. И сегодня будем мобилизовать народ тоже для организации отжига. Сейчас трактора работают, делают опашку. И сегодня тоже мы будем еще раз мобилизовать народ, население местное. В Сунтарском районе продолжают тушить 13 лесных возгораний. Ситуация находится под контролем. Об этом нашему каналу рассказал первый заместитель главы Сунтарского улуса. На сегодняшний день на территории Сунтарского района действует 20 лесных пожаров. Из них организовано тушение на 13. Приостановлено 7 лесных пожаров, потому что они находятся на зоне контроля. Из этих 7 лесных пожаров, которые находятся в зоне контроля, у нас 3 ликвидировано. Соответственно, по 13 лесным пожарам мы продолжаем работу по тушению. Основных 3 лесных пожара, которые находятся ближе к населенным пунктам, это 17-й Кемпендайский наслег, номер 19-й Вилючанский наслег и номер 34 это Жарханский наслег. Переходим к эпидобстановке. В Якутии в последние недели вакцинация идет усиленными темпами. Однако в ряде районов привито менее 50% от плана. В этих 11 районах наблюдается наиболее сложная ситуация. Об этом сообщил глава региона на очередном совещании оперативного штаба республики. Обстановку по коронавирусу Айсен Николаев назвал стабильной. Ежедневно выявляется до 100 новых случаев. Он выразил обеспокоенность увеличением числа тяжелых больных. Их сегодня 75. А за минувшие сутки в регионе ковид заболели 99 человек, из них в Якутске 51, в Алданском и Ленском районах по 5, в Верхневилюйском, Мирнинском и Нерюнгринском по 4, в Жиганском, Усть-Алданском и Хангаласском по 3, еще в 11 районах 1-2 заболевших. За сутки лаборатории провели более 1300 исследований на ковид.
Всего в республику поступило 268 тысяч доз вакцин. Первую прививку получили 216 тысяч человек, вторую – 176 тысяч якутян. Использовано более 80% от вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание на то, что в случае, если на тесте оказывается соответствующий штамм неизвестного характера, то, соответственно, мы направляем его в лабораторию Новосибирска «Вектор» для определения вида штамма. Сегодня на территории республики циркулирует ряд различных видов иностранных штаммов. К сожалению, за неделю увеличилось количество по сравнению с прошлой неделей, как количество тяжелых больных, так и летальных случаев на территории нашей республики. В столице Якутии начали работать первые ковид-фри зоны в местах общепита. По словам специалистов Минпреда, первые такие зоны открыли ночные заведения. Отныне вход в них только по QR-коду или по отрицательному ПЦР-тесту. Напомним, переход на новую систему работы является выборочным. Каждый предприниматель сам выбирает, как ему работать, с ограничением или без. Если же заведение выбирает систему ковид-фри, то в этом случае снимаются все ограничения – дистанцирование, маски и сокращенное время работы. QR-код на самом деле очень просто. У любого гражданина или собственника помещения, у кого есть смартфон с наличием фотокамеры, можно путем наведения, например, фотокамеры на этот QR-код получить ссылку на портал госуслуг, где будет описано, что этот сертификат действительный. Я вот специально пример привожу. Здесь личных персональных данных гражданина полностью не раскрывается. Присутствует только первая буква фамилии, первая буква имени, первая буква отчества. Ну и первые две цифры серии паспорта и последние три цифры этого паспорта. В данном случае полная достоверность персональных данных соблюдается в полном объеме. Более 20 тысяч тонн молока заготовили сельхозпроизводители региона, что составляет 35% от общего плана. Сейчас работает 35 заготовительных организаций. Несмотря на засушливую погоду и низкий травостой, многие хозяйства перевыполнили плановые месячные объемы. Например, пригородные хозяйства Якутска заготовили более 1000 тонн. Это лучший показатель на сегодняшний день. На второе место вышел Сунтарский улус, который заготовил 40% от общего плана. Тройку лидеров замыкают фермеры Верхоянского района. На переработку продукции животноводства по муниципальным районам предусмотрена субвенция в размере 2 миллиарда 862 миллиона рублей. Фактически муниципальным районам перечислено 1 миллиард 928 миллионов рублей, или составляет 67,4%. В июле мы планируем направить еще один остаток 647 миллионов рублей, это довести до 90%. Объекты переработки ежегодно оснащаются, предоставляются грантовые поддержки на развитие материальных и технических базы. В этом году грантовые поддержки приняли более 30 хозяйств. Центр национальных блюд открыли в Алекминске не просто кафе, а современный объект, где жители и гости города могут не только отведать блюда, но и отдохнуть. Подробнее в сюжете Елены Фаст. Значимым событием стало для жителей Алекминска открытие Центра национальных блюд «Даймонд». Молодой предприниматель постарался. Здание действительно получилось очень красивым, более того, функциональным. Здесь размещаются 10 кухонь. Кроме этого, место для досуга ребятишек – антикафе. Построили современное, технологичное, новое здание, да, связанное с общественным питанием, в котором 11 видов кухонь, в том числе и детско-развлекательные места, и есть отдельное помещение, с современным дизайном, современными технологиями, да, сделали все для населения нашего района и нашего города. Впечатлений много. Современный дизайн, обстановка, отличное место не просто пообедать, но и пообщаться. Плюс бесплатный Wi-Fi. Следи за событиями здесь и сейчас. Первые посетители уже оценили плюсы. Красиво очень. Что особенно тебе понравилось? Не знаю, потолок черный и вот эти лапы в виде молний, наверное, не знаю. Очень рада, что у нас хоть появилось, во-первых, такое кафе. Очень можно посидеть, даже вот так с ребенком теперь сходить куда-то.
Очень просторное, большое место, уютное. Есть даже антикафе рядом для развлечения. Вообще самое то. Я считаю, что очень хорошо. Побольше бы таких мест, если честно бы. Я самая красивая в Алёкинке, я думала так. Вот впервые сегодня видела. Предприниматели вносят весомый вклад в развитие района и города, отметила глава Алёкминска. Это здание получилось именно таким, как и мечталось. Смотрите, какой тут бесплатный Wi-Fi, телевизоры. Очень хорошо можно провести время. Я очень благодарна нашим предпринимателям, которые очень большую лепту вносят в развитие нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. В селе Намцы торжественно открыли мемориал памяти заслуженного работника физической культуры республики, отличника физкультуры России Александра Игнатьева. Напомним, стадиону на 3000 мест, который был построен в 2014 году к спортивным играм народов Якутии в селе Намцы, в прошлом году было присвоено его имя. Напомним, Александр Игнатьев являлся заслуженным отличником образования республики, членом исполнительного комитета Федерации спортивной борьбы России. Его не стало 2 года назад. До открытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в Бердигистяхе остается 1 день. Сегодня мандатную комиссию проходят участники из Горного Улуса и Северные районы. Игры будут обслуживать более 250 судей по 11 видам спорта. По итогам соревнований вся информация ежедневно будет размещаться на специальных счетах. Также в связи с уменьшением количества участников по отдельным видам спорта не станут выявлять победителей. Основные виды остались в том же формате, как и предыдущие игры. Просто в некоторых видах там добавили юниорские группы. Например, по стрельбе из традиционного лука, ну и некоторых других видов. Ну и коротко о погоде. В ближайшие сутки ожидается снижение температуры, небольшие дожди в центральной части республики и в заречных районах. Однако точно спрогнозировать интенсивность осадков синоптики не могут в связи с большим задымлением. 9 июля ожидается выход циклона с запада. Температура в июле ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Однако уже во второй половине месяца прогнозируются осадки чуть больше нормы. А тем временем в Якутске превышена предельно допустимая концентрация дыма. Ночью в Якутске прошел фронт, выпал небольшой дождь, ну совсем небольшой по количеству. Вот, ну, по крайней мере, асфальт смочил. Поэтому перед фронтом обычно всегда так бывает, что это самая большая концентрация, и потом прошел фронт, сменилось направление ветра, и немного у нас улучшилась видимость и состояние атмосферы. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.